В Ингушетии на высоте 3000 метров полным ходом идет реконструкция горной автотрассы. Это единственный путь, который ведет к самым живописным районам республики. На месте грунтовой дороги появляется свежий асфальт, современная система ограждения и освещения. Андрей Чистяков оценил новую трассу. Высота 2,5 километра над уровнем моря. На фоне здешних вершин тяжелая техника едва заметна. Нынешнее лето жаркое для республиканских дорожников. Горная Ингушетия прирастает новыми асфальтовыми километрами. На бывшем конном тракте табуны, как украшение здешних мест. Пляшущий хоровод белой разметки, аккуратный профиль виражей – часть новой современной автодороги. Ее 150 километров связывает равнинную часть республики с горной. Мы готовы принимать гостей. Вы, наверное, обратили внимание, здесь проезжают машины разных регионов. Здесь есть специальные туры, которые проводятся с гидом, но есть уже очень много, как раньше говорили, дикарей, которые сами просто так проезжают мимо, а дай-ка я проеду. Окна настежь, в них камеры и смартфоны. Автотуристы давно полюбили окрестности Столовой горы. Уникальные памятники Средневековья на каждом километре. Местные жители с удовольствием рассказывают о родовых башнях и угощают медом. Главное, как они построили башни. Как туда доставали камень, кладку как делали. Новую дорогу строят, или точнее реконструируют с большим запасом прочности. Проезжую часть серьезно расширили. Асфальтовое полотно укладывают с учетом погодных сюрпризов в горах, чтобы дольше без ремонтов, да и гостям комфортнее было. Горы – это значит внедорожная машина, там какой-нибудь полный привод. А сейчас уже можно будет спокойно на обычной легковой машине, седане заехать и посмотреть все. По оценкам республиканского туристического ведомства, ежегодно только в летний сезон приезжает на 15 тысяч гостей больше. Для них разрабатываются различные программы. Новый путь открывает новые возможности. Окрестности села Гули. Последние метры грунтовой дороги. Через несколько дней здесь уложат асфальт, установят знаки и смонтируют барьерное ограждение. И все это произойдет до наступления осенних дождей. Андрей Чистяков, Евгений Радаев, Вести Джуракского ущелья, Ингушетия.